Уважаемые коллеги, тема нашего республиканского онлайн-семинара «Ключевые аспекты профилактики употребления психоактивных веществ в образовательной организации». Но прежде чем приступить к нашему семинару, обращаюсь к вам. Дорогие коллеги, если у вас будут вопросы к нашим экспертам, пожелания, предложения, прошу писать в чате, нам очень важно знать ваше мнение. Итак, начинаем нашу работу. Здоровье детей – это самое большое счастье для родителей. Болезнь легче предупредить, чем лечить. Это золотое правило медицины, приобретает особое значение, когда речь заходит о вредных привычках молодежи: табакокурение, токсикомания, алкоголизм, наркомания. Итак, да здравствует профилактика. Сегодня мы поговорим о ней. Какой она должна быть? К сожалению, все предпринимаемые попытки остановить рост детского алкоголизма, табакокурения, наркомании до сих пор не увенчались успехом. В нашем семинаре принимают участие эксперты из разных областей. Итак, давайте знакомиться. Видно исполняющий обязанности начальника управления по контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел Республики Коми Тимофей Юрьевич Мурев. Добрый вечер, коллеги. Любовь Николаевна Бакина, старший специалист отдела развития общего образования и воспитания Министерства образования, науки и молодежной политики Коми. Далее к нам присоединяются в режиме онлайн два прекрасных специалиста с Коми Республиканского центра психолого-педагогической медицины и социальной помощи Юлия Валентиновна Живилова и Борисова Ольга Валерьевна. Далее к нам подключается директор школы номер 5 города Усинска Николай Васильевич Гуськов и Марина Анатольевна Усманова, заместитель директора по воспитательной работе школы номер 5 города Усинска. В студии находится Светлана Владимировна Свиридова, главный врач Коми Республиканского наркологического диспансера, и Татьяна Анатольевна Асташова, заведующая отделением экстренной психологической помощи населению Государственного бюджетного учреждения Республики Коми, региональных центров развития социальных технологий. Я, наверное, начну с самого тяжелого из тяжелых веществ, психоактивных веществ – это наркотики. Официальная информация о том, сколько людей употребляет наркотики, строится на основании следующих источников. Это информация Министерства здравоохранения и, конечно же, данных Министерства внутренних дел, в нашем случае Министерства внутренних дел Республики Коми. По данным Судебного департамента, при Верховном суде Российской Федерации за весь 2020 год за наркотические преступления в стране осудили 1321 подростка. Примерно 30% из них назначены реальные сроки, то есть отправили в колонии и другие пенитенциарные учреждения. За сбыт наркотиков в 2020 году в России осудили 536 несовершеннолетних, а за хранение 830. За последние 7 лет, с 2013 года, суды не только отправили в воспитательные колонии на 40% больше подростков, именно осужденных за наркопреступления, но и значительно подняли планку тюремного срока. Осужденных за наркотики детей стало 3 раза чаще лишать свободы. И первый эксперт, который у нас будет выступать на эту тему, Тимофей Юрьевич. Для того, чтобы понимать масштабы проблемы, нам надо знать, какова ситуация в нашей республике. Среди детей, подростков, молодежи. У вас и тема так называется «Наркоситуация среди детей, подростков и молодежи в Республике Коми». Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте, уважаемые друзья. Чтобы перед тем, как перейти к наркоситуации с детьми, я хотел бы до вас довести вообще, в общем, в целом ситуацию по Республике Коми. В настоящий момент за 9 месяцев 2021 года у нас на территории Республики Коми зарегистрировано 710 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Из них 696 – это тяжкие, особо тяжкие преступления. За отчетный период в сфере ITT, то есть преступления, связанных с интернетом, связанных с незаконным оборотом наркотиков, было зарегистрировано 358 преступлений. В суд было направлено 266 преступлений, относящихся к категории тяжких и особо тяжких.
Из незаконного оборота наркотиков за 9 месяцев мы всеми силовыми структурами, именно я имею в виду органами внутренних дел, то есть во всех городах республики, изъяли более 13,5 килограмм наркотических средств. На протяжении уже долгого времени, на протяжении 5-6 лет в нашей республике превалируют наркотики синтетического вида. То есть это те наркотики, которые у нас вызывают самую жестокую наркозависимость и которые фактически с первого, со второго употребления губят нашу молодежь и жителей нашей республики Коми. За указанный период времени на территории республики Коми ликвидирована, предотвращена деятельность 15 интернет-магазинов, 39 организованных преступных групп, в состав которых вошли 53 лица. Из них 21 человек – это граждане, не проживающие постоянно на территории республики Коми. Среди них есть граждане иностранных государств, гражданин Египта, 4 граждан Казахстана, 2 гражданина Узбекистана, с Московской области, с Красноярска, с Архангельской области. Перекрыто 8 крупных каналов поставок наркотических средств. Самую большую озабоченность вызывает сбыт наркотических средств с использованием IT-технологий, с использованием сети интернет. И теперь мы с вами плавно переходим к нашим несовершеннолетним детям. Все 7 несовершеннолетних, которые были задержаны, в отношении которых были возбуждены уголовные дела в сфере незаконного оборота наркотиков, все задержаны за сбыт наркотических средств в составе организованных преступных групп. Это достаточно серьезные моменты. Мы четко понимаем, что детей у нас обманывают. Дети ведутся на посылы тех организаторов, которые занимаются незаконным сбытом наркотиков. И в связи с этим наши дети попадают в их сети и начинают ради минимального корыстного умысла занимаются сбытом наркотиков. И чтобы привести пример, у нас в 2001 году по части 4 статьи 228 прим. 1, то есть за сбыт наркотических средств в интересах интернет-магазина, в составе организованной преступной группы задержано, как было сказано, 7 несовершеннолетних, двух девочек 2002 года, они были осуждены, одна на 5, другая на 3 года лишения свободы. Это о чем у нас говорила Лариса Владимировна. Эти детки у нас получают реальный срока. На самом деле уезжают в колонию, либо в колонию, либо в Сузды, да, и их жизнь коренным образом изменяется и ломается. К административной ответственности за употребление наркотических средств за 9 месяцев 2021 года у нас привлечено было 17 таких фактов. То есть это как за хранение наркотических средств в небольших количествах, это статья 6.8 Кодекса об административных правонарушениях, так и за употребление наркотических средств, это статья 6.9 Кодекса об административных правонарушениях. Что хотелось бы сказать? В прошлом году количество детей у нас фактически было в 2 раза больше. То есть не в 2, извините, в прошлом за этот же отчетный период у нас было 10 деток. То есть да, мы видим снижение в части привлечения к уголовной ответственности, но однако же ситуация у нас никоим образом не улучшается, и мы никоим образом не должны этим бравировать и превалировать в своих докладах. Хотелось бы обратить ваше внимание, опять же, на профилактике. Не устану повторять, говорить, доводить до вас, что в первую очередь, если бы за данными детками, про которых я сейчас говорил, был установлен родительский контроль в электронных их мессенджерах и телефонах, и домашних компьютерах, то, скорее всего, таких бы вещей не произошло. Потому что в любом случае вербовка идет через сеть интернет, денежные средства перечисляются, опять же, с использованием мессенджеров специальных. То есть, и если бы родители на это обращали внимание на те доходы, которые неожиданно стали появляться у наших деток, то
этой проблематики нам удалось бы избежать. Если больше обратиться именно в части профилактики потребления наркотических средств, то все-таки я здесь буду идти, наверное, в ногу вместе с Министерством образования, Министерством здравоохранения. В первую очередь это профилактика табакокурения. Фактически все детки, которые у нас были изобличены в употреблении наркотических средств, они употребляли наркотики путем курения. То есть вы попробуйте заставить ребенка, который не курит, просто хотя бы покурить, да, а тем более заставить его употребить наркотическое средство путем курения. То есть, если ребенок у нас не курит, это у нас мы можем на 50% быть уверены, что ребенок и не станет употреблять наркотические средства. Ну и третьим, да, основным стержнем здесь в данной ситуации мы с вами должны для себя отметить, мы не должны скрывать, мы должны обращать внимание на тех деток, которые вызывают у нас особую озабоченность. Мы не должны скрывать эти моменты и про то, про что будет вестись дальше речь, да, вот выявление деток именно в условиях учебного заведения, да, как бы в первую очередь это классный руководитель, который в первую очередь получает эти сигналы. То есть понятно, что мы где-то, может быть, жалеем самого ребенка, где-то жалеем его родителей, но вы поверьте, и об этом, наверное, Светлана Владимировна также скажет, профилактика на ранней стадии потребления наркотических средств, она дает наибольший результат. Сложнее лечить уже ребенка, который впал в глубокую зависимость от синтетического наркотика, чем от того, который потребил 1-2 раза и тем самым усугубил и работу и медиков, и врачей, и в конечном итоге и сам себе, потому что побороться самостоятельно с этой проблематикой, да, уже без вмешательства врачей будет в крайней степени тяжело. Поэтому выявление этих деток на стадии медицинского учреждения, на стадии контроля родительского, да, как бы обращение в медицинские учреждения, обращение для целью лечения, с целью профилактики, да, как бы вот этих вот всех негативных моментов, оно даст нам более глубокий и положительный результат. На самом деле у меня как бы все, я готов ответить на любые вопросы, которые будут поставлены нашими участниками. С учетом этого. Дмитрий Юрьевич, давайте все-таки вернемся к тому. Возрастная категория, какова этих детей, которые совершают преступления? Сколько лет этим детям и с каких образовательных организаций? ОСПУ они или образовательные организации, школы, лицеи? Мы же ведь опять же, если сейчас разговариваем про категорию несовершеннолетних, да, то это возраст привлечения к уголовной ответственности, это 16-18 лет. Это, в основном это детки либо последних 11 классов, да, либо это уже среднеспециальные учреждения. Это, в любом случае, тут у нас, если говорить по привлечению к уголовной ответственности, то это больше всего это подвержен город Сыктывкар, основная масса. И город Ухта, да, будем так говорить, это по употреблению наркотических средств. Понятно, что территории, да, как бы небольших наших маленьких далеких районов, это тоже в определенной степени это касается, но не так сильно, как наших центральных городов, там, где действуют и осуществляют свою преступную деятельность интернет-магазины. И опять же, понятно, что когда ребенок уезжает от родителей, например, в среднее специальное учреждение, да, как бы и контроль за ребенком со стороны родителей в данной ситуации ослабляется, он как раз и подвержен вот этим вот негативным рискам. А у нас сейчас в республике проходит какое-то профилактическое мероприятие, акция связана? Да, конечно. У нас с 18 по 29 октября проходит всероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью». Задачей данной акции, во-первых, это является общение в первую очередь с населением. То есть мы готовы, на настоящий момент, сегодня 19 число, у нас уже на телефонное доверие органов внутренних дел поступило порядка 19 звонков, да, которые мы сейчас активно отрабатываем и активно ведем, проводим мероприятия. Да, проводим соответствующие мероприятия.
Понятно, что есть масса разной информации, масса вещей, про которых сейчас пока разговаривать не будем, да, но опять же, как бы вы поверьте, мы отработаем всю информацию, которая нам поступит. Понятно, что, может быть, мы не уложимся вот в этот отведенный срок, но в дальнейшем, там, на протяжении последующего времени, эта информация нам поможет в изобличении тех же самых тяжких, особо тяжких преступлений, которые происходят не только в отношении несовершеннолетних, да, но и вообще граждан Республики Коми. Второй задачей при проведении этой акции является проведение профилактических мероприятий в учебных заведениях. То есть запланированы мероприятия, у нас составлен график, Лариса Владимировна, не вам это говорить, мы вместе с сотрудниками ПДН выезжаем в учебное заведение, и где есть возможность, где позволяют ковидные мероприятия, проводим соответствующие лекционные мероприятия. Беседы, да. Теперь еще один вопрос. В каждом ли муниципалитете в органах внутренних дел есть сотрудник вашего подразделения? Классные руководители, заместители директоров по воспитательной работе, либо сами директора могут ли обратиться за помощью непосредственно к вашим сотрудникам для того, чтобы они грамотно, умело провели какое-то мероприятие профилактическое с их детьми? Тут, Лариса Владимировна, нужно немножко разграничить профилактические мероприятия и мероприятия, которые мы проводим в отношении каких-то противоправных действий. Да, независимо от того, есть ли в городах сотрудники подразделений по контролю за оборотом наркотиков, а мы находимся только в больших городах, да, я имею в виду это Сыктывкар, Ухта, Сосногорск, Печора, Инта, Усинск и Воркута, да, там в априори присутствуют наши сотрудники. Но там, где даже нету наших сотрудников, по всем, будем так говорить, происшествиям, следует обращаться в органы внутренних дел. Мы в любом случае эту информацию министерством отработаем и в любом случае поможем, подскажем, либо уже с точки зрения привлечения к ответственности, да, мы проведем соответствующие мероприятия. В части, касающихся профилактических мероприятий, указанные города у нас обеспечены сотрудниками. Там, где необходимо проведение мероприятий, мы всегда открыты, мы всегда готовы к диалогу, мы готовы выехать в любое территориальное подразделение. В прошлом году, например, Сергей Николаевич Зеленкин, старший оперуполномоченный группы по межведомственному взаимодействию, неоднократно выезжал в Княжпогодский район, в Прилузию, где проводил соответствующие мероприятия, как в администрациях, так и в учебных заведениях, где как раз на пальцах можно было, проводил именно профилактические беседы, да, и отвечал на вопросы, возникающие как у педагогов, так и у родителей. Тимофей Юрьевич, тогда подскажите номер телефона аппарата МВД вашего подразделения, кому могут обратиться классные руководители, директора, если, допустим, не смогут найти точки соприкосновения на своей территории, могут ли обратиться к вам за помощью? У нас есть телефон доверия МВД. То есть я сейчас, Лариса Владимировна, вы мне все загоняете в тупик. С собой у меня телефона доверия нет. Но в той информации, которую мы сейчас разослали, у нас уже проходит масса мероприятий. Во всех брошюрках, во всех наших материалах, которые мы рассылаем, которые приурочены не только к «Сообщи, где торгуют смертью», не только мероприятию, которое мы проводим «Дети России», сейчас оно у нас будет проходить в ноябре. Фактически все эти материалы есть. Ну и фактически по территориям это любой звонок в дежурную часть, да, будет звонок зафиксирован, задокументирован, информация принята к сведению и к исполнению. Это правда, и можно еще подсказать сайт МВД Республики Коми, конечно, где могут найти ваше подразделение. Мы отрабатываем фактически все вопросы. В любом случае, независимо от того, если вы позвоните, у нас как такового специализированного телефона, например, управления по контролю за оборотом наркотиков нет. То есть мы работаем с сайтом, с телефоном доверия МВД и с дежурной частью МВД. То есть у нас вы звоните в дежурную часть МВД, и там звонок регистрируется, и вся информация передается нам, и мы в любом случае выйдем и отработаем. Спасибо огромное за ваше выступление.
Уважаемые коллеги, я думаю, что вы для себя подчеркнули ту важную, нужную информацию. Правильно было сказано Тимофеем Юрьевичем, что расслабляться нам некогда, руку надо держать на пульсе. Почему? Потому что сегодня снижение, завтра может быть и всплеск, да, как было в 2015 году. Верно, да. И синтетические наркотики все-таки у нас преобладают сегодня на первом месте, и среди несовершеннолетних в том числе. Спасибо огромное, Тимофей Юрьевич. Итак, на педагога возлагается наиболее трудная и ответственная миссия профилактики употребления психоактивных веществ в образовательной организации. Но прежде чем приступить к этой миссии, педагог должен хорошо знать и опираться на нормативно-правовые акты, которые обеспечат правильно выстроенную профилактическую работу в данном направлении. Я предоставляю слово Любови Николаевне. Любовь Николаевна, тема выступления у Любови Николаевны следующая. О нормативно-правовом обеспечении организации профилактической работы образовательных организаций в Республике Коми. Любовь Николаевна, пожалуйста. Уважаемые коллеги, добрый день. Рада всех приветствовать. Тема сегодняшнего семинара действительно очень актуальна. Вопросы безопасности являются ключевыми. Безопасность наших детей является ключевой задачей нашего государства. И поэтому вопросы профилактики отражены во многих нормативно-правовых актах, в том числе и федеральных, и региональных. Поэтому сегодня я хочу осветить некоторые вопросы нормативно-правового регулирования профилактики наркомании, табакокурения на федеральном и региональном уровне. Профилактика наркомании и табакокурения является неотъемлемым структурным компонентом комплексной работы по профилактике правонарушений и находит свое отражение в различных правовых актах, касающихся этого направления. Фундаментальные документы, в которых отражены основные нормы системы безопасности наших детей, представлены на этом слайде. Всех сейчас я не буду их озвучивать и не буду делать обзор, все вы с ними знакомы. Хотелось бы остановиться на самых ключевых, которыми мы руководствуемся в нашей профилактической работе. В первую очередь, это федеральный закон от 8 января 1998 года номер 3 ФЗ о наркотических средствах и психотропных веществах, который устанавливает правовые основы государственной политики в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ и в области противодействия их незаконному обороту. Закон раскрывает основные понятия, имеющие отношение к легальному и нелегальному обороту наркотических средств и психотропных веществ, определяет организационные основы деятельности в сфере их оборота, ставит условия осуществления отдельных видов деятельности, связанных с их обращением, формулирует исходные положения, касающиеся противодействия незаконному обороту указанных средств и веществ. Статья 4, пункт 2 данного закона устанавливает, что одним из принципов государственной политики в области противодействия незаконному обороту наркотиков является приоритетность мер по профилактике наркомании и стимулированию деятельности, направленной на антинаркотическую пропаганду. Федеральный закон от 24 июня 1999 года номер 120 ФЗ, наш всеми нами знакомый закон об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, определяет ответственность образовательных организаций в установленном законодательством Российской Федерации порядке за жизнь и здоровье обучающих при освоении образовательной программы. Также определяет компетенцию образовательной организации по созданию необходимых условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся. Согласно статье 5 данного закона, индивидуальная профилактическая работа проводится в отношении лиц, употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача, либо употребляющих одурманивающие вещества, алкогольную, спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе. По пунктам 7 пункта 1 статьи вышеупомянутого закона определены полномочия органов, осуществляющих государственное управление в сфере образования, в частности, проведение мероприятий по раннему выявлению незаконного употребления наркотических средств и психотропных веществ среди обучающих всех типов образовательных организаций. Следующий, пожалуйста, слайд.
Уважаемые коллеги, мне хотелось бы заострить ваше внимание на новом документе. Это указ президента Российской Федерации номер 733 от 23 июня 2020 года о подтверждении стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2030 года. Он, скорее всего, вам знаком, но тем не менее я хотела немножко его сделать его обзор в целях дальнейшей реализации государственной политики Российской Федерации в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, а также в области противодействия их незаконному обороту, направленной на охрану здоровья граждан, обеспечение государственной и общественной безопасности, утверждена эта стратегия. Одним из направлений реализации государственной наркотической политики до 2030 года является именно профилактика и раннее выявление незаконного употребления наркотических средств и психотропных веществ. Осуществляется она путем реализации следующих мер. Это развитие инфраструктуры, формы, методов первичной профилактики незаконного употребления ПАВ, в том числе совершенствование педагогических программ и методик профилактики противоправного поведения несовершеннолетних, включение таких программ и методик в электронные образовательные ресурсы, расширение практик использования универсальных педагогических методик, тренинг, проектная деятельность и другие методики, включение профилактических мероприятий в образовательные программы, внеурочную и воспитательную работу, федеральные и региональные программы, проекты, практики воспитания граждан, в особенности детей и молодежи. Уделение особого внимания духовно-нравственному воспитанию в образовательных организациях, формирующему обучающихся устойчивое неприятие незаконного употребления наркотиков. Следующий, пожалуйста. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденное распоряжением правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года, также определяет приоритетные задачи Российской Федерации в сфере воспитания, развития высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями, умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. Стратегия ориентирована на развитие социальных институтов воспитания, обновление воспитательного процесса в системе общего и дополнительного образования, в сферах физической культуры и спорта, культуры на основе оптимального сочетания отечественных традиций, современного опыта, достижений научных школ, культурно-исторического, системно-деятельностного подхода к социальной ситуации развития ребенка. Следующий. Воспитание детей рассматривается как стратегический общенациональный приоритет, требующий консолидации усилий различных институтов, гражданского общества и ведомств на федеральном, региональном и муниципальных уровнях. Профилактика незаконного употребления несовершеннолетними наркотических средств, пропаганда здорового образа жизни проводится в образовательных организациях также в соответствии со статьей 41 Федерального закона об образовании в Российской Федерации. Эта статья посвящена охране здоровья обучающихся. Вот вы видите ее основные направления. Федеральными государственными образовательными стандартами определена необходимость разработки рабочих программ воспитания, которые должны быть направлены на развитие личности обучающихся, в том числе духовно-нравственного развития, укрепления психического здоровья и физического воспитания. До 1 сентября 2021 года образовательные программы подлежат приведению в соответствии с пояснением Федерального закона 273 ФЗ. Безусловно, профилактическая деятельность, направленная на профилактику наркомании, должна быть важным структурным компонентом при разработке данных рабочих программ. Следующий, можно слайд. 15 июня 2021 года продлено действие концепции развития систем профилактики и утвержден новый план мероприятий, который будет реализовываться до 2025 года. Согласно концепции, профилактика в образовательной среде является компонентом общей системы предупреждения употребления ПАВ несовершеннолетними и молодежью, формирования и пропаганды здорового образа жизни в обществе, а также формирования в обществе нетерпимого отношения к незаконному употреблению наркотиков и участию в незаконном обороте. Цель профилактики в образовательной среде – развитие на постоянной основе содержания профилактической деятельности, включающей учебные, воспитательные и профилактические компоненты, направленные на минимизацию уровня вовлеченности в употребление ПАВ обучающихся в образовательных организациях. Определен приоритет первичной профилактики с конечной целью полного исключения
психоактивных веществ из образа жизни детей и молодежи через развитие культуры и ценностей здорового и безопасного образа жизни. Этот приоритет прослеживается, как мы видим, во всех новых документах, которые направлены на профилактику потребления наркотических веществ. Можно следующий слайд. В целях развития и совершенствования работы по профилактике правонарушений, незаконного употребления несовершеннолетними наркотических средств, психотропных веществ Республики Коми сформирована база нормативно-правовых актов. Как вы видите, действительно много документов, которые регламентируют эту деятельность Республики Коми. Но тоже хотелось бы на некоторых только заострить свое внимание. Со многими вы уже знакомы, многими руководствуетесь при организации работы по профилактике наркомании и табакокурения. Вся нормативная база, созданная в Республике Коми, ориентирована на охрану прав и законных интересов несовершеннолетних, на обеспечение их безопасности. Можно следующий слайд. Я некоторые только освещу в своем выступлении. Это новый документ распоряжение правительства Республики Коми номер 428 от 6 сентября 2021 года об одобрении концепции обеспечения безопасности детей и подростков Республики Коми на 2021-2023 годы и плана мероприятий по реализации концепции обеспечения безопасности детей и подростков в Республике Коми на 2021-2023 годы. Цель, как вы видите на слайде, это создание единого подхода к решению вопросов комплексной безопасности детей и подростков, гарантирующий качество условий для индивидуального развития каждого ребенка. Что касается образовательных организаций в плане мероприятий по реализации концепции, это пункт 6 плана, как раз мероприятия, направленные на профилактику наркомании и алкоголизма, суицидальных проявлений среди детей и подростков. Основные мероприятия тоже представлены на слайде. Как мы видим, тоже мероприятия в первую очередь направлены на профилактику употребления наркотических средств. Можно следующий документ. Еще один документ, тоже с которыми вы знакомы и на который еще раз хотелось бы обратить внимание. Это приказ межведомственный о некоторых вопросах взаимодействия по профилактике наркомании, токсикомании, потребления других психоактивных веществ, спиртных напитков, в том числе пива, несовершеннолетними и связанных с ними правонарушений и преступлений. Вот эти пункты, которые я отразила на слайде, это как раз касается деятельности образовательных организаций по профилактике. В первую очередь, это раннее выявление незаконного потребления обучающимися студентами наркотических средств и психотропных веществ, закрепление за конкретными работниками функций по координации работы, по предупреждению, пресечению правонарушений, меры по обеспечению охраны территории образовательных организаций, включение в уставы и локальные акты образовательных организаций положений, регламентирующие организацию работы по предупреждению и пресечению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Кроме того, что указаны здесь уставы и локальные акты, мы, конечно же, еще помним, что это и программа воспитательной работы, в которых должны найти отражение вопросы профилактики. Разработка и внедрение в практику работы образовательных организаций программ и методик, направленных на формирование законопослушного поведения обучающихся и студентов, предупреждение и пресечение правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Еще на чем хотелось бы мне сегодня заострить ваше внимание, у нас сейчас как раз идут мероприятия, направленные на раннее выявление незаконного потребления обучающимся наркотических средств. Это социально-психологическое тестирование. 7 сентября 2021 года был издан приказ номер 573 о проведении социально-психологического тестирования, который как раз был направлен на реализацию мероприятий по раннему выявлению медицинского потребления наркотических средств. Еще раз хотелось бы заострить внимание на тех мероприятиях, которые необходимо было провести в рамках исполнения настоящего приказа, который я озвучила. В первую очередь необходимо было образовательным организациям, управлением образования муниципалитетов утвердить календарные планы проведения информационно-разъяснительной кампании с обучающимися и их родителями.
педагогическими работниками. Следующее. Необходимо было провести информационно-разъяснительную кампанию среди обучающихся и их родителей, организовать получение письменных информированных согласий, утвердить календарный план проведения тестирования, организовать направление результатов тестирования, актов передачи результатов тестирования согласно приложению 5 этого приказа в адрес государственного учреждения Республики Коми. Республиканский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи в срок до 5 ноября. Обеспечить направление поименных списков медицинские организации в срок до 15 декабря. Обеспечить взаимодействие образовательных организаций с учреждениями здравоохранения по организации профилактических медицинских осмотров в период с января по май 2020 года. Разработать план мероприятий по оказанию психолого-педагогической помощи и коррекционному сопровождению обучающихся, попавших в группу риска, с учетом порядка проектирования профилактической работы, представленной в методических рекомендациях по использованию результатов единой методики социально-психологического тестирования для организации профилактической работы с обучающимися образовательной организацией. Это было информационное письмо Министерства просвещения Российской Федерации. Реквизиты указаны все в приказе. Организовать направление планов профилактической работы образовательных организаций с обучающимися, попавшимися в группу риска, срок до 18 февраля. Еще раз озвучила, с какой целью это озвучила. В приказе было указано максимальный охват обучающихся, обеспечить образовательными организациями максимальный охват обучающихся не ниже 85%. Вчера было направлено в муниципалитеты информационное письмо Министерства образования, науки и молодежной политики, в котором было указано, что необходимо завершить психологическое тестирование обучающихся в срок до 29 октября и необходимо обеспечить также охват обучающихся социально-психологическому тестированию не 85%, а 95%, то есть максимально. Поэтому еще есть время Продолжим. То есть можно продолжить, да? Любовь Николаевна, огромное спасибо вам за выступление. Итак, уважаемые коллеги, ситуацию незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ среди детей мы узнали от Тимофея Юрьевича. От Любови Николаевны мы узнали нормативно-правовые акты в организации профилактической работы. Ну, а теперь мы переходим к подключению. К нам подключается Юлия Валентиновна Живилова, которая нам расскажет, что такое мониторинг, который направлен на раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ среди обучающихся, какова его цель и какова ситуация в республике организации. Юлия Валентиновна или Ольга Валерьяновна, пожалуйста, вам слово. Добрый вечер. Уважаемые коллеги, добрый вечер. Моя информация, в принципе, согласуется с выступлением предыдущего докладчика, и мониторинг профилактической деятельности образовательных организаций, и в этой связи социально-психологическое тестирование, в принципе, является хорошим инструментом для того, чтобы мониторить профилактическую деятельность в целом. Следующее, я могу сама листать. Так. И мы видим с вами, что ежегодно, вот мы видим приказ прошлого года о проведении тестирования, мы видим, знаем, что в этом году был тоже приказ Министерства образования о проведении тестирования, то есть ежегодно, каждый год в сентябре начинается работа по проведению социально-психологического тестирования, и
она занимает весь учебный год. Это может быть 1 сентября или даже раньше, в августе мы эту работу начинаем, и Министерство образования мониторит ситуацию, и Центр образования и здоровья республиканский мониторит ситуацию, муниципальные органы управления мониторят ситуацию проведения социально-психологического тестирования. Вообще вся эта работа, она базируется на федеральном законе о наркотических средствах. Это раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ, обучающимися от 13 лет и старше во всех типах образовательных учреждений, и поэтому мы сейчас за годы тестирования с 2014 года имеем огромную базу, которая позволила нам промониторить и изучить динамику участия в социально-психологическом тестировании, скажем так, колебания рисков, да, то есть мониторинг – это такой уникальный инструмент, который позволяет нам держать руку на пульсе и быть начеку всегда. И поэтому наша с вами задача включаться в социально-психологическое тестирование изначально, и причем быть настроенными на то, что это наш хороший помощник в профилактической деятельности и в мониторинге ситуации, которая может быть прослежена и на уровне учащегося отдельного каждого, чтобы организовать ему своевременную адресную помощь, и на уровне класса, и на уровне параллели, и на уровне возрастной какой-то группы, на уровне всей образовательной организации, на уровне муниципалитета, на уровне республики. И на что нацелено это социально-психологическое тестирование? То есть изначально оно было нацелено на раннее выявление, сейчас же мы говорим о том, что оно мониторит всю профилактическую деятельность образовательной организации или всего муниципалитета в целом. То есть измеряем температуру профилактической деятельности на разных уровнях, на уровне класса, на уровне учреждения, республики и так далее. И есть и федеральные мониторинги, которые, в принципе, все субъекты Российской Федерации изучают и какие-то тенденции выявляют. И хочу сказать, что социально-психологическое тестирование в том виде, которое оно сейчас есть, это не последний такой вариант, он будет, вот этот продукт совершенствоваться, будут изменяться вопросы, будет изменяться обработка и обратная связь, да. Очень важно это, к этому быть готовыми, что у нас будут еще впереди некоторые с вами перемены. Изучаемые параметры социально-психологического тестирования. Давайте договоримся, что социально-психологическое тестирование – это образ такой, это профилактика, это мониторинг профилактической деятельности. Очень важно это в себе, в голове держать, что это не просто такое мероприятие, которое прошло в сентябре, октябре, ноябре, а это то, что дает нам возможность и поможет нам в организации профилактической деятельности и в таком точечном, в адресной такой помощи детям, у которых западают те или иные факторы риска, и вот эти соотношения факторов риска и защиты колеблются в сторону минус. Напомню еще раз, какие у нас изучаются параметры. Это социально-психологическое тестирование, то есть есть такие социальные такие условия, которые способствуют вовлечению детей в зависимое поведение, может быть, даже какое-то деструктивное поведение, не обязательно это будет аддикция какая-то, это может быть и, например, аутоагрессивное поведение. То есть мы эту методику используем во всех направлениях профилактической деятельности, в каких только можем. Вот такие вот изучаемые параметры. Это первое, что среди факторов риска можно личностные такие параметры, как тревожность, фрустрация, рискованное поведение, импульсивность. Кроме того, отслеживаются такие параметры, как подверженность аддиктивным установкам, вовлечение в такие вот группы, подверженность влиянию негативных установок,
потребность в в одобрении. Мгм. Что еще не назвала? Наркопотребление в окружении сверстников. То есть вот эти факторы риска, они у каждого обучающегося прослеживается, их динамика по годам. То есть вот для того, чтобы мониторить каждого обучающегося, мы проводим с ним скажем, в 2019-2020 году, в 2020-2021 и так далее. То есть каждого обучающегося мы можем проследить и увидеть, есть ли динамика, есть ли какие-то сдвиги в индивидуально-профилактической работе или нет. То есть вот инструмент мониторинга, социально-психологическое тестирование очень удобный. Выраженность факторов защиты. Факторы защиты в этой методике – это принятие родителями, принятие сверстниками, социальная активность, самоэффективность, самоконтроль поведения и так далее, и так далее. То есть вот такие вот факторы, многофакторная эта методика, которая позволяет очень разные направления в деятельности психолога перекрыть. То есть очень удобный инструмент. Единственное, что нам нужно прийти к пониманию, кто этим занимается. Этим занимается не один педагог-психолог, а целая команда в образовательной организации, которая помогает педагогу-психологу с информационной такой стороны, да, кто подготовит компьютерный класс, кто сгенерирует коды и так далее. То есть важно работать командой, важно не возлагать все на одного какого-то человека, а именно работать сообща. И тогда это будет легче, это будет как-то более комфортно, спокойно переживаться. Напомню, что у нас с вами, вот вы видите на слайде прошлогодние данные, это 1 сентября и 22 января. Это прошлый год. В этом году мы с вами должны завершить социально-психологическое тестирование до 1 ноября. А Центр образования и здоровья, то есть мы, должны предоставить в Минздрав всю информацию, обработанную, до 15 ноября. Соответственно, и вам эти результаты уже через 2 недели после 1 ноября должны прийти для организации индивидуально-профилактической работы. Поэтому не затягивайте. Вот большая просьба и от Министерства образования уже прозвучала, и от нашего центра. Мы вас очень просим, чтобы все соблюдали сроки, и к 1 ноября все данные уже были у нас. Чтобы и к вам обработанные результаты уже пришли, и мы информацию о тех образовательных организациях, которые в группу риска попадут, передали в Министерство здравоохранения, чтобы в дальнейшем пошли медицинские осмотры. То есть мы, глядя на ФЗ-3, видим, что у нас раннее выявление с помощью социально-психологического тестирования и медицинских осмотров. И здесь еще одна такая проблема. Вот ее мониторить должны мы, Министерство образования и Министерство здравоохранения, как идет взаимодействие между образовательными организациями и медицинскими учреждениями для тех детей, которые попали в группу риска. Для тех учреждений, которые попали в группу риска, важно создать условия все для того, чтобы был не только максимальный охват по участию в СПТ, но и те образовательные организации, которые попали в группу риска, они дали максимальный охват тех, кто пойдет на медосмотры. Почему это важно? Это важно с профилактической точки зрения. Мы все на опыте знаем, промониторили уже за года, вот те, в которые было проведено вот это вот социально-психологическое исследование, мы видим, что единицы дают положительные результаты, но в проведении медицинских осмотров большой профилактический потенциал. То есть мы настраиваем детей, что есть такая возможность, есть такая процедура, когда будут определены в биологических
таких вот вещах могут быть определенное содержание таких вот веществ, да, психоактивных. Мотивировать обучающихся на то, чтобы они поучаствовали в профилактических медицинских осмотрах, нужно не с точки зрения, что вот ты попал в группу риска, значит, ты, наверное, пробуешь. Ни в коем случае вот так вот нельзя делать. Нельзя делать упор на то, что тот, кто попал в группу риска, тот потенциальный наркоман. Дело все в профилактике в целом всех таких вот негативных тенденций, которые могут быть выявлены в среде учащейся молодежи. Если вы помните, да, я перечислила те факторы защиты и риска, которые выявляет данная методика. Мы говорим о том, что это тревожность, фрустрация и так далее, и так далее. И соотношение этих факторов может выявить либо редукцию факторов защиты, либо превалирование факторов риска. И вот эти все совокупности, они приводят к тому, что определенные дети попадают все-таки в группу риска, в ту группу, где неблагоприятное сочетание факторов риска и защиты. Может быть, как-то вот получается сложно говорить, но на самом деле, когда погружаешься в эту работу, понимаешь, что у каждого ребенка есть профиль его значений, да, и именно этот профиль позволяет психологам отнести ребенка к группе риска. Но это не значит, что он какой-то, скажем так, дефектный наркоман, так в кавычках скажем. Это значит, что именно этот ребенок попал в ту группу, в которой будет проходить медосмотр. И медосмотр могут пройти, и даже вот были такие обращения у нас, когда говорили, как так, он у меня хороший, он у меня отличник и во всех делах впереди в общественных, но попал в группу риска. Вот как в этой ситуации быть? В этой ситуации нужно все-таки говорить о том, что медицинский осмотр – это такая процедура, которую проходят, в принципе, все. Ну вот поскольку образовательная организация у нас такая, придется проходить. Придется проходить, чтобы вот свою гражданскую позицию все-таки проявить. Юлия Валентиновна, не очень много. Простите, что я вклиниваюсь в ваш доклад, Да. поэтому буквально еще минутка вам для выступления. Да, конечно, хорошо. Вот на слайде вы видите динамику участия обучающихся и видите, что динамика положительная. То есть мониторинговые исследования, они все-таки показывают, каким образом идет рост или снижение участия обучающихся в тестировании. И на слайдах вы видите тех, кто впереди всех образовательных учреждений. По муниципалитетам ведущими являются Усинск, Инта, Ухта, Вуктыл. Здесь было уже обозначено, что нам нужно обеспечить охват 95%. Я думаю, что динамика участия должна быть положительная, поскольку все уже прочувствовали необходимость увеличения охвата. Думаю, что нам это будет по плечу с вами. У нас в тестировании участвуют учреждения всех типов, в том числе ГПУ. И мы видим на первом месте 100% охват у нас обеспечил Микунский железнодорожный техникум. Стабильные результаты по результатам мониторинга Усинск, Ухта, Троицко-Печорский, Сысольский, Печора, Усть-Цилимский, Усть-Вымский район. Нужно похвалить и Сыктывкар, и Воркуту, потому что там огромное количество детей, которые, в принципе, были охвачены тестированием, там 88% охват. И если это в людях, это 9000, например, 476 в Сыктывкаре, а в Воркуте 2500
577. В группу риска попадают народ, и у нас по результатам 2021 года 43 образовательные организации попали в группу риска, но примерно соотношение по годам у нас очень, не сильно колеблется, но важно знать, что все образовательные организации, которые попали в группу риска, идут на медицинские осмотры. Так. Вы видите на экране, кто у нас попал, сколько человек у нас попало. 1803 человека у нас идут на индивидуально-профилактическую работу. Прошли медосмотры 1052 человека. Так, что еще вам хотела сказать, что на данный момент мы от вас ждем до 1 ноября результаты, ваши бланки. И думаю, что мониторинг профилактической деятельности с использованием социально-психологического тестирования будет завершен именно к 15 ноября. Мы посмотрим, кто у нас ведущий, кто впереди планеты всей. Спасибо большое, огромнейшее, Юлия Валентиновна. Тимофей Юрьевич вам хочет задать вот вопрос. Тимофей Юрьевич, пожалуйста. Давайте. Здравствуйте. Я, наверное, не столько с вопросом, а сколько именно с посылом к нашим слушателям и участникам семинара. Юлия Валентиновна правильно сказала, что все-таки упор мы в любом случае должны делать на раннее выявление именно наркозависимых, где-то кто употребляет, кто склонен к этому моменту и как это все дело делается. Я вам просто, понятно, что у нас социально-психологическое тестирование – это первый этап. Второй этап – это Юлия Валентиновна обобщает результаты, подводит, считает все это и передает всю эту информацию в Министерство здравоохранения. А вот самое главное, вот именно в части раннего выявления – это медицинские осмотры. И как мы организуем эти медицинские осмотры, так у нас потом в конечном итоге и будем мы пожинать результаты вот этого вот раннего выявления, раннего тестирования. Я вам просто-напросто приведу на примере тех деток, которые у нас употребляют наркотические вещества, были замечены в употреблении наркотических средств. Когда мы проводим беседы, опять же, с самим ребенком, с его родителями, с классными педагогами, бывали случаи, когда классные педагоги четко говорили, в неформальном таком виде и говорили, да я уже не знаю, что с ним было делать, то есть это уже, и чуть ли там не вся школа знала, что этот ребенок подвержен вот этому вот риску. Но когда мы проводили вот эти вот мероприятия по социальному тестированию, ребенок непонятно где находился, когда мы проводили потом медицинские осмотры в этом медицинском в учебном учреждении, опять же этот ребенок у нас то ли был в отказе, кто добровольно не согласился, то ли просто-напросто он в этот момент прогулял, не пришел. То есть мы фактически не настояли, не проявили максимум настойчивости в отношении этого ребенка, чтобы спрофилактировать его на ранней стадии. И потом по итогу через полгода, год мы получили ребенка, который уже подвержен злоупотреблению именно психоактивными веществами. Я понимаю, что бывают всякие, разные ситуации бывают в том же самом, в одном классе, но опять же, наше вот это социально-психологическое тестирование, оно как раз и является тем механизмом, который позволяет нам выявить и пригласить именно в этот класс, в котором есть у нас подозрительный ребенок, про которого у нас есть какие-то подозрения, есть какие-то звоночки от его одноклассников. Понятно, что если мы его возьмем за ухо и поведем одного на медицинское тестирование, это будет совершенно некорректно и неправильно. Но когда пойдет вся параллель, например, весь 11, весь 10 класс, то здесь в данном случае, и опять же правильно поставленная работа классного руководителя, то есть все собрались правильно провести профилактические мероприятия не только с самими учащимися, но и с их родителями, объяснить значимость вот этого вот мероприятия касаемо медицинского тестирования, то этому ребенку деваться будет некуда. Он вместе со своими 30 одноклассниками, он тоже точно так же пойдет. То есть правильно организованные условия помогут нам выявить и взять, по крайней мере, медицинскому учреждению его на тот же самый профилактический учет и помочь
выйти ему из этой критической ситуации. Как минимум хотя бы медицинское учреждение уже родителям сможет каким-то образом дать понять, что ребенок требует особого пристального внимания и позволит нам... Я согласна полностью, что нужно внимание уделять не только тем, кто прошел социально-психологическое тестирование, а потом уже дал согласие на медосмотр. Но на тех, кто отказался, обязательно, те, кто отказался, они уже должны вызывать такое пристальное внимание и на индивидуальный контроль психолога, социального педагога, классного руководителя, обязательно их туда в свои любимчики, под свое крылышко обязательно взять и включить их не только в индивидуальную профилактическую, но, может быть, и как-то получить их согласие на медосмотры. Юлия Валентиновна, спасибо большое за ценную такую информацию. Ну, коли вы обозначили и на слайде показали, что город Усинск 95% наибольший охват тестирования, поэтому я приглашаю на обратную связь либо директора школы номер 5 города Усинска Николая Васильевича Гуськова, либо Марину Анатольевну Усманову. Как вам удалось или как вам удается организовать такую работу таким большим охватом? Пожалуйста, вам слово. Добрый вечер. Слышно меня? Да, слышно. Добрый вечер еще раз. Ну, вы знаете, на самом деле, наверное, я не открою Америку, и никому будет не секретом ту методику, по которой работаем мы. Конечно же, я думаю, что администрация школы в лице замдиректора и педагога-психолога, и социального педагога в любой школе республики и нашего города, в общем-то, работают в 100% в таком же варианте, как и мы. Но давайте, раз речь идет о нас, тогда конкретно по нам. Немножко о нашей методике буквально и немного о тех наблюдениях, которые мы в течение уже на протяжении многих лет выявили. Итак, как только мы получаем приказ управления образования, естественно, сразу же, согласно этому приказу, создаем свой приказ и запускаем работу рабочей группы. Создается рабочая группа, как правило, состоит из 5-6 человек, в зависимости от того, опять, сколько параллелей в школе и какие требуются усилия в проведении данного тестирования. Ну, в этом учебном году это комиссия из 5 человек. Как только комиссия создана, мы собираемся все вместе индивидуально по каждому члену комиссии распределяем параллель. Каждый отвечает за определенную параллель. Один за параллель 7, другой за параллель 8, ну и так далее. И после этого начинается, естественно, членам комиссии еще раз, хотя ежегодно, в принципе, новшеств в данном тестировании нет, дословный инструктаж по проведению социально-психологического тестирования. После того, как комиссия получила свою разнарядку, мы начинаем работать по параллелям. Каждый уходит на параллель, собирает такое небольшое рабочее совещание классных руководителей по параллелям. Перед этим готовится методическая папка, еще раз, для классных руководителей, потому как не все документы ежегодно сохраняются у классных руководителей, и полностью попунктно все и еще раз полная информация, для чего, зачем, для кого это придумано, полностью проходит инструктаж классным руководителям, после чего классными руководителями запускается работа непосредственно по классам с детьми и с родителями. Ну, вот тут, наверное, далее всех интересует момент с родителями работы. Составляется список, классным руководителям составляется список учащихся класса, которые дают согласие родительских, согласий. И отдельно идет список, мы так называем, в данной ситуации мы называем родители-отказники. Ну и с этого момента у нас начинается, именно вот здесь у нас вопрос в том, что у нас проходит здесь, с этого момента начинается индивидуальная работа. Мы снова собираемся всей комиссией и составляем индивидуальный график встреч для каждого родителя. Ну вот примерно уже где-то на протяжении 2-3 лет, получается, что у нас в принципе где-то 2-3 отказника на то количество, которое мы предварительно в календарный план вносим. Я считаю, что это небольшое количество, поэтому, тем не менее,
они требуют индивидуальной, в любом случае требуют индивидуальной работы. Как только составлен график, здесь нужно отдать должное, конечно, и директору школы, и социальному психологу, директору непосредственно лично, потому что он тратит свое время на каждого родителя. Все встречи проходят в его кабинете с присутствием педагога, психолога, социального педагога, естественно, замдиректора по воспитательной. И вот здесь уже в индивидуальном порядке родителям начинается снова доноситься та информация, которая может быть где-то там не до конца была качественно донесена классным руководителем, может быть, где-то родители недопоняли суть всего. Конечно, у нас, в принципе, с параллелью возникают вопросы в основном только на параллели 7 классов родителей, потому что это новая группа учащихся, которая вступает в прохождение тестирования, и поэтому для родителей данной параллели, у родителей данной параллели вопросы есть. С какими проблемами мы столкнулись, с какими вопросами, не проблемами даже так, а с какими вопросами непосредственно, вот, ну, конечно, тут, наверное, уже будет опять обращение к центру, чтобы все это как бы взяли на заметочку, возможно, для дальнейшей какой-то корректировки. Первое, что пугает родителей, это, конечно, название, цель. Вот сама по себе она очень как бы для родителей, семиклассников, да не только семиклассников, но и других классов, она страшна, конечно, в целях раннего выявления наркотического потребления, немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ. Ну, звучит, согласитесь, достаточно серьезно эта тема. Начинаем объяснять родителям, да, пытаемся вот с целью, родители собираем с целью формирования у них позитивного отношения к данному тестированию, проведению данного тестирования, начинаем опять показывать все инструкции, пояснять, что тестируется не ребенок, что в целом социально-психологическая обстановка. Конечно, многие родители, ну почти что вот все, сколько мы работали индивидуально, почти все родители просят вопросы. Вопросы распечатываем, вопросы показываем. Родитель сам сидит, прорабатывает. На уровне 7 классов это 110 вопросов, но сидит, внимательно читает. Многие родители, не многие, а некоторые родители, они как думают? Они думают, что вот в результате этого данного прохождения, этого тестирования их ребенком будет заведено электронное дело. И куда будут вноситься результаты, ежегодные результаты их ребенка вот по данному тестированию. Что в дальнейшем, они боятся, что в дальнейшем, вот их опасения в том, что это может повлиять на поступление ребенка, что это может повлиять вот при выборе ограниченного количества специальностей, ну если это, допустим, юридическая, да, юрист, то в целом там вот прокуратура, следователь, то есть уже может это повлиять. Ну и также при трудоустройстве на работу. Ну, приходится, конечно, пояснять и объяснять, что на самом деле никакого электронного дела нет, это все создано с целью профилактики. Ну и еще один такой тоже важный момент, который задают родители. Они спрашивают, зачем вы нас пытаетесь уговаривать, да, если в тексте согласия написано добровольное согласие. Добровольное согласие само по себе уже как бы звучит как, да, звучит уже как такое вот навязывание получается, да, поэтому вот мы, в принципе, по своим наблюдениям, может быть, нас услышат, конечно, по этому вопросу, может быть, это действительно юридически как-то вот в согласии нельзя, непозволительно, слово добровольное, да, можно вот просто даю согласие или несогласие, потому что добровольное слово их шокирует. Они сразу говорят, ну, раз добровольно, значит, я не даю такого согласия. Но, да, настораживает. Но 2-3 родителя, в общем-то, в принципе, не так много времени занимают нашу работу, но, тем не менее, результат, они вот именно индивидуальная вот такая работа по каждому. С некоторыми, кстати, приходится встречаться дважды, потому что даем вопросы, иногда выдаем вопросы, они их изучают, они их читают, вникают, и бывает, что встречаемся дважды. Но, в принципе, нам удавалось убеждать родителей, у нас достаточно профессиональный педагог, психолог, который этим занимается вопросом, который четко может объяснить, разъяснить цель и все прочее. Ну и вот цель, конечно, данного тестирования родителей очень пугает. Ну, в принципе, у меня все.
Не знаю. За то, что поделились опытом на всю республику. Цифры, конечно, у вас очень внушаемые, 95%. Так держать дальше и выявлять лиц. Ну, желательно, чтобы детки ваши все были здоровы. Спасибо огромнейшее. Огромное спасибо, да. Уважаемые коллеги, сегодня вроде бы, казалось, ведется большая работа по профилактике психоактивных веществ, да, и со стороны родителей, которым не безразлично их здоровье детей, и педагогами, и психологами, и медицинскими сотрудниками, и правоохранительными органами, да, иными специалистами. Но, однако, как показывает практика, в этой работе преобладают такие формы, в основном, как лекции и беседы, и которые зачастую, по выражению подростков, наоборот, вызывают интерес и любопытство употребления данных веществ, к сожалению. Светлана Владимировна, подключайтесь к нашей работе. И первый вопрос, который я хотела бы вам задать, с какого же возраста на тему табака, на тему наркотиков, на тему алкоголя можно разговаривать с детьми вот с позиции как врача? Светлана, пожалуйста, вам слово. Всем добрый вечер. Хотелось бы, поговорить в частности про оказание, по проведению профилактической работы среди несовершеннолетних, наркологической службы. Как вообще устроено оказание медицинской помощи несовершеннолетним. Наркологическая помощь, она вообще в отношении несовершеннолетних направлена, конечно, в первую очередь на профилактику наркологических расстройств. И как уже Лариса Владимировна говорит, это в основном проведение различного рода лекций, бесед специалистами. Это и врачи, психиатры, наркологи, и социальные работники у нас участвуют, и средний медицинский персонал, фельдшера, медицинские психологи работают не только с несовершеннолетними, когда они рассказывают о вреде употребления психоактивных веществ, но и проводят работу с педагогами в образовательных учреждениях, выступают на родительских собраниях, работают с родителями. Вообще разговор с несовершеннолетними о вреде употребления психоактивных веществ необходимо начинать, то есть возраст несовершеннолетних, он предопределяет, то есть то вещество, которое употребляется. Допустим, если о вреде употребления табака можно уже начинать говорить с несовершеннолетними в возрасте 10, 11, 12 лет, то о вреде употребления наркотических веществ мы уже начинаем разговаривать с несовершеннолетними в возрасте 13, 14, 15 лет. Вообще на территории республики наркологическая служба, представители наркологической службы у нас представлены во всех районах. И профилактическая работа врачами, психиатрами, наркологами у нас проводится во всех районах. Естественно, в крупных городах, возможность проведения какой-то профилактической работы, она более шире, поскольку участвуют представители, город Сыктывкар, это именно отдельная структура, Коми-республиканский наркологический диспансер, где у нас в структуре имеется отдельно кабинет профилактики наркологических расстройств, где работа поставлена именно в основном, это работа с несовершеннолетними, это работа с образовательными организациями, работа с родителями и так далее и тому подобное. Но я хочу еще раз обратить внимание на то, что во всех муниципалитетах Республики Коми в структуре центральных районных больниц имеются специалисты, психиатры, наркологи, которые оказывают помощь независимо от возраста. То есть если у родителей, у специалистов сферы образования возникают какие-то вопросы при настороженности, когда имеется настороженность, когда мы
подозреваем, что несовершеннолетний употребляет психоактивное вещество, то есть специалисты, родители несовершеннолетние могут обратиться в адрес врача-психиатра-нарколога этой ЦРБ на этой территории, и всегда будет оказана консультативная помощь. Возможно, ну не только возможно, но и проводится профилактическая работа, в частности с работниками сферы образования, в муниципалитетах также, по профилактике наркологических расстройств среди несовершеннолетних. Также в соответствии с комплексным планом специалисты проводят обучение, в частности, на темы, как заподозрить состояние опьянения у несовершеннолетних и как возможно оказывать первую доврачебную помощь при этих состояниях, если тем более мы видим состояние острого опьянения, острой интоксикации у несовершеннолетних. То есть все эти семинары, они проводятся, специалисты участвуют в их проведении, и достаточно у нас выражено межведомственное взаимодействие, вот именно среди, то есть между Министерством здравоохранения, да, то есть представителей здравоохранения и представителями образования. Да. Светлана Владимировна, у меня вот такой вопрос к вам. Очень многие родители спрашивают, что в аптеках продают какие-то тесты для определения, ребенок употребляет наркотики или не употребляет. Что это за тесты? Для чего эти тесты? И действительно они продаются в аптеках? Да, действительно, есть такие экспресс-тест-системы, да, для определения содержания психоактивных веществ. В среднем можно определить одной тест-системы от 6-7 до 10 психоактивных веществ и наркотических веществ, то есть одним тестом можно определить в биологической среде содержание наркотических веществ. Этот тест, ну, если так по-простому, он представляет собой тест-полоску, да, все знают, тест на беременность. Значит, тестируемый сдает мочу в баночку, окунается тест-система в мочу, и по наличию количества полосок можно определить, содержатся ли какие-либо психоактивные вещества в моче. То есть можно делать вывод, употреблял что-либо обследуемый из наркотических либо психотропных веществ, либо не употреблял. Эти тесты действительно есть, они свободной продажи. То есть любой родитель может прийти в аптеку и без рецепта приобрести этот тест. Без проблем. Вот хорошо, он увидел эти результаты, куда ему идти дальше? Как вы думаете? В школу сообщать об этом или сразу в здравоохранение обращаться? Конечно, в первую очередь, то есть сразу же, да, можно понять состояние родителей, если он заподозрил употребление у ребенком психоактивного наркотического вещества. Я рекомендую обратиться в первую очередь это либо к наркологу по месту жительства, да, либо в ЦРБ к наркологу на территории Сыктывкара, это Коми-республиканский наркодиспансер, кабинет профилактики. Если это Ухта, либо Воркута, там наркологические службы в структуре психиатрических больниц. То есть если родитель обращается с таким вопросом, а вот я заметил признаки употребления, как-то себя ребенок неправильно ведет, необычно себя ведет в последнее время. И если уж действительно он провел уже этот тест и обнаружил, что да, действительно похоже, что ребенок употреблял, необходимо сразу же прийти и получить консультацию. Употребление подросткам, несовершеннолетним психоактивных наркотических веществ не говорит о том, что данный подросток у вас уже страдает наркологическим заболеванием. Не говорит о том, что его возьмут на диспансерный учет, выставят ему диагноз, и это повлечет за собой различные социальные последствия. Но получив вовремя помощь, это может быть помощь врача-психиатра-нарколога, либо
это может быть помощь медицинского психолога, да. Вы в дальнейшем, родители, смогут предотвратить дальнейшее употребление, и специалисты помогут разобраться в ситуации и вытащить несовершеннолетнего из той среды, где употребилось это психоактивное вещество наркотическое. Поскольку невозможно несовершеннолетним вот так из ниоткуда просто, если он решил употребить наркотики, пойти и их употреблять. Все равно это есть какое-то окружение, которое эти наркотики ему поставляет, где-то он их находит. Наркотики невозможно у нас пойти и купить в магазине, их употребить. То есть из этой среды, из этого окружения, где несовершеннолетний употребил, нужно будет подростка изъять, как-то оградить, потому что дальнейшее употребление, да, оно все чревато тем, что все равно подростка будут искать, уже будут знать, что да, действительно, вот этот вот парень, вот эта вот девушка, они вот обязательно и в следующий раз пойдут и будут приобретать, и будут у нас покупать, потому что наркобизнес – это один из самых доходных у нас теневых бизнесов, это огромные деньги, на этом наркодилеры зарабатывают достаточно серьезные деньги. Спасибо большое, Светлана Владимировна, за ваше выступление. Действительно, наркомания – это такая беда, которая может достигнуть абсолютно любую семью, независимо от статуса, независимо от благополучия. И узнать, что ребенок употребляет наркотики, наверное, это огромное испытание для каждого родителя. И не то, что испытать, да, это огромное испытание, она правильно я сказала. Им нужно ведь не только спасти родного человечка, но и пережить осуждение окружающих, косые взгляды. И вот страх, шок, гнев – это первые спутники человека, узнавшего о том, что его близкие принимают наркотики. Родители переживают, наверное, данную ситуацию намного острее, чем сам ребенок. Нередко они впадают в отчаяние. А что же ждет мое чадо в дальнейшем, ну вообще всю семью? Как работать со страхами взрослых, как преодолеть их, о том, как правильно принимать такую правду и как себя вести и педагогу, и при разговоре с родителями на эту тему мы поговорим с Татьяной Анатольевной Асташовой, заведующей отделением экстренной психологической помощи населению Государственного бюджетного учреждения Республики Коми, региональный центр развития социальных технологий. Татьяна Анатольевна, пожалуйста, слово. Спасибо большое. Добрый вечер всем. Я понимаю, что мы выходим за рамки регламента, время бесценный ресурс. Поэтому я постараюсь очень кратко обозначить только основные такие моменты. Поскольку аудитория все-таки педагогическая, я нацелю на то, чтобы озвучить ключевые моменты для педагогов, которые потом могут транслировать информацию родителям. Ну а в целом с родителями, конечно, необходимо проводить отдельную системную работу по тому, как вообще принимать ситуацию, когда возникают какие-то подозрения и когда совершенно не знает родитель, куда обращаться. Можно дальше? Ну вот в целом, да, если мы говорим про профилактику, нельзя исключить одно из другого. То есть это всегда общий комплексный подход. Это и социальные, образовательные, психологические, медицинские воздействия. Безусловно, один педагог с этим ничего сделать не может, даже если он подозревает, и даже если он не подозревает, у него есть конкретная информация, то он один профилактику, вот огромное такое профилактическое направление освоить не может. И еще раз повторюсь, как и в прошлый раз мы говорили о том, что командный подход – это наиболее эффективный подход. Когда ты знаешь, куда нужно обращаться и кто окажет первую помощь, как ребенку, так и взрослому в этой ситуации, да, тогда гораздо легче. Ну, можно дальше. Когда начинать профилактику? Всегда задают вопрос, да? Так вот, ответ психолога. Я считаю, что профилактику нужно начинать с рождения. То есть мы с самого рождения каким-то образом в семье взаимодействуем с ребенком. И период, когда формируется базовое доверие к миру, это период от рождения до года. Вот тогда ребенок научается доверять, научается конструктивно взаимодействовать, научается опираться. Поэтому невозможно с какого-то этапа начинать профилактику. Она всегда происходит, да, с формированием традиций и так далее. И в то же самое время нужно понимать, что упуская какой-то момент, считая, что он недостаточно важный, ребенок еще ничего не понимает, да, мы упускаем достаточно большой пласт жизни, который формирует его как личность.
Естественно, семейный биологический фактор имеет первостепенное значение, это необходимо учитывать. И, естественно, нужно понимать, что именно в дошкольном возрасте происходит формирование устойчивой личности ребенка. Вот его устойчивость, его стабильность происходит именно в дошкольном возрасте. И поэтому нужно обращать внимание не только в школе, но еще и в дошкольном возрасте на то, какие особенности характера, какие особенности личности мы формируем будущего школьника. Ну и дальше я считаю, что очень важно, когда ребенок переходит на следующую ступень развития, чтобы педагоги не сталкивались с трудным поведением, а впервые, не зная историю ребенка, конечно, передавать полной информации о семье, о способах взаимодействия, в особенностях ребенка для того, чтобы нам уже формировать этот командный подход и быть готовым к тому, чтобы адекватно и правильно реагировать не с нуля, а имея какую-то информацию. Можно дальше? Стоит обратить внимание на семейные защитные факторы. Это то, на что может обратить внимание педагог. Есть ли крепкие семейные узы, есть ли доверительные отношения между членами семьи, есть ли активная роль родителей в жизни детей и так далее. И то, что он может транслировать родителям в ходе взаимодействия с ними. Можно дальше. Ну и, естественно, психологические факторы защиты – это формирование социальной компетентности ребенка. Я всегда говорю о том, что наиболее эффективная профилактика – это позитивная профилактика. Когда мы формируем стабильную самооценку, устойчивость личности, тогда гораздо труднее его перетянуть на сторону асоциального поведения и сторону аддикций. Когда личность ребенка устойчива, когда он точно знает, кому, когда, как обращаться за помощью, когда он знает, что можно, что нельзя, как это влияет, когда он знает, кому можно задавать вопросы, каким образом действовать, и эти умения и навыки, не просто знания о том, как надо, а у него сформированы умения и навыки оттренированы. Поэтому вот тренинг – одна из наиболее эффективных методик профилактики девиантного поведения, она должна использоваться в работе с ребенком. Естественно, сделал небольшую выборку по тому, насколько же обращаются родители. Вот 2020 год. По этой теме зависимого поведения ребенка обращалось 15 родителей за год. 5 несовершеннолетних, которые позвонили и признали, что у них есть проблемы, и они не знают, что теперь с этим делать. Вот. И педагоги и специалисты учреждений, которые не знают, что с этим делать. Вот у них появилась информация, или они подозревают, или они не находят общего языка ни с ребенком, ни с родителями, но они не знают или боятся куда-то дальше идти, выносить эту информацию. Их всего было 5 человек. Вывод, да, как будто бы проблема не актуальна. Вот и вопрос возникает, да, действительно не нужна профессиональная психологическая консультация? Нет потребности, чтобы получить, поскольку еще и телефон доверия – это диспетчерская услуга, да, то есть специалист способен проконсультировать о том, куда обращаться в ситуации необходимости, да, либо же население не информировано о такой возможности, да, а вот тут педагоги, которые взаимодействуют каждый день с людьми, имеют возможность донести необходимую информацию, да, для того, чтобы каждый человек имел возможность проговорить трудности и понять, куда сейчас обращаться за помощью. Значит, обращений по поводу стресса гораздо больше. Вот. И здесь дети чаще всего обращаются в трудностях адаптации к реальности, и именно трудности в адаптации к реальности приводят их к избеганию этой реальности. И вот это избегание реальности может привести как раз к аддикциям, как способу ухода от этой реальности, которая для детской психики может быть невыносима. И вторичные трудности – это когда уже возникают проблемы, как следствие употребления психоактивных веществ. Такие подростки и молодежь такая тоже действительно обращается. Семья обращается чаще всего, когда возникают внутренние противоречия, конфликты, и когда уже возникают внешние конфликты с субъектами профилактики, когда родители не находят общего языка с педагогами, и звонят, пытаясь понять, каким образом защитить своего ребенка. И мы все время пытаемся донести, как тот же субъект профилактики, что мы все на одной стороне, и педагоги, и родители. И вот эта общая задача, может быть, пока просто не удалось найти каких-то точек соприкосновения. Но и те, и другие в целом направлены на одно и то же. Да, и педагоги, когда нет четкого алгоритма реагирования, есть определенные действительно стрессовые ситуации, страхи, и они не знают, что с этим делать, и обращаются тоже, когда отсутствует помощь в работе с такими детьми, и у педагога возникает ощущение, что он остается с проблемой один на один. Это действительно серьезная трудность, на которую стоит обратить внимание.
Вот, и профилактика дистресса, потому что стресс вообще это то, что позволяет нам жить, да, без стресса жить невозможно. Вот, есть одна его сторона, которая называется дистресс, это когда стресс наносит организму вред, да, такая отрицательная сторона стресса. Секундочку, прошу прощения. Что может профилактировать вот эту отрицательную сторону стресса? Это знание маркеров поведения ребенка, которые могут свидетельствовать об употреблении ПАП. Тема извечная, но она настолько уже разработанная, проработанная. И вот маркеров поведения ребенка, которые могут указывать на то, что он употребляет психоактивные вещества, наркотические вещества, их уже давно вывели, они есть практически во всех методических рекомендациях, которые есть в образовательных организациях. Понимание четкого алгоритма взаимодействия, взаимодействие с семьей и ребенка, когда мы понимаем внутренние процессы, которые происходят, это личностная и профессиональная позиция педагога, его готовность к работе с детьми с трудным поведением и понимание механизмов формирования нежелательного поведения, открытость и готовность учиться новому. И, конечно, это профилактика синдрома эмоционального выгорания, с которым очень часто сталкиваются педагоги, которые действительно всей своей душой радеют за каждого ребенка. Поэтому вот в профилактике с точки зрения психологии очень важно 3 момента учитывать. Это чуткое отношение к собственному состоянию, чуткое отношение к состоянию ребенка и внутренняя мотивация в профилактической работе. Потому что вот вроде сухое слово профилактика, субъекты профилактики, да, а с другой стороны это наша ежедневная работа, ежедневное взаимодействие с каждым ребенком. Можно дальше. Вот. И Сократ привел вот эти слова о том, что нынешняя молодежь привыкла к роскоши. Она отличается дурными манерами, презирает авторитеты, не уважает старших. Дети спорят со взрослыми, жадно глотают пищу и изводят учителей. Да? То есть, собственно, каждый день мы сталкиваемся с такими же высказываниями современных взрослых о современной молодежи. То есть проблема не новая. Проблема извечна отцов и детей, которая существует, и нам действительно порой трудно найти точки соприкосновения с подрастающим поколением, но это сделать необходимо, и у многих это получается. Вот. И сегодня хочу сказать, что во взаимодействии с субъектами профилактики как раз способов решения этой проблемы, я считаю, достаточно. Да, поскольку у вас будет возможность скачать презентацию, то я оставляю полезные ссылки по теме, где вы сможете найти интересную информацию. Ну и, естественно, есть номера телефонов, куда можно обратиться хотя бы как к первичной такой помощи, когда необходимо вообще снять какой-то стресс, кризисное состояние и понять, что делать дальше. Спасибо. Татьяна Анатольевна, огромное спасибо за выступление. Дорогие коллеги, сегодня была рассмотрена очень непростая тема. Это действительно большое горе узнать о том, что ваш ребенок употребляет психоактивные вещества. Дорогие педагоги, обращаюсь к вам. Обращайте внимание на изменения поведения своих учеников. Был открытым ребенок, стал замкнутым. Уединяться, надолго уходить из дома, пропускать уроки, вообще интерес к урокам пропал у ребенка, пропускать спортивные мероприятия, кружки. Помните, что именно от вашей позиции и своевременных таких действий зависит дальнейшее развитие событий и то, как сложится судьба этого ребенка. Напоминаю, что 25 октября состоится очередной семинар. Тема «Виды рисков для несовершеннолетних, связанных интернет-средой, киберпреступления». Начало также в 16:00. А сегодня я поблагодарю за участие в нашем семинаре всех экспертов и вас, уважаемые коллеги. Надеюсь, вы подчеркнули для себя полезную информацию, которую сможете использовать в дальнейшем в своей профессиональной деятельности. Берегите себя и своих близких. До встречи 25 октября в 16:00. Спасибо, до свидания.